В цивилизованном обществе уважение старости – нравственная норма. Однако в наше время все больше и больше случаев, когда стариков выгоняют на улицу из собственного жилья. И этот период жизни человек должен пройти достойно, и лучше провести его в доме, где за ним будут ухаживать круглые сутки. Все хорошо, все отлично. Все здесь вежливо общаются. Здесь нам лучше и спокойнее, говорят подопечные Дома милосердия. Несмотря на то, что у некоторых есть близкие родственники, забирать стариков никто не спешит. Сегодня в Сухумском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 48 человек. И у каждого очень сложный жизненный путь. Большинство из них оказались здесь по семейным обстоятельствам. У 64-летней Веры Молдавановой в Абхазии никого нет. Она признается, пришла сюда на 2 недели, пока решался жилищный вопрос. В приюте она уже 4 года. Ее дети живут в России и лишь изредка навещают. Вспоминая их, женщина не может скрыть слез. Иногда она связывается с ними по телефону, говорит, что скучает по ним, любуется их фотографиями, которых в комнате очень много. Женщина все свое свободное время проводит за швейной машинкой или вяжет теплые вещи для детей, медсестер и внуков. Говорит, что только так может отплатить им за их доброту. У нас режим, естественно, утром встали, позавтракали. Но у меня своя работа. У меня шитье, директор дала мне машинку, она электрическая, швейная. Кому что нужно, кто пришел брюки подшить, кому змейку, кому укоротить. Кто-то охранники пришли, купили что-то. А так, весь день, конечно, здесь не получается. Читать обязательно. Выписываем мы его журналы, Oriflame. Пользуются всеми, нам все разрешают. Вот холодильник у нас, кушать, пожалуйста. То, что мы хотим за свои деньги купить. А так, честно говоря, покупать ничего не надо. Нас так кормят. А это Клавдия Лешова. Здесь ее в шутку называют певицей. У нее болят ноги, и пожилая женщина практически не встает с постели. Но это не мешает ей быть общительной и жизнерадостной. Парней так много холостых, я люблю очень не нравится. У нас все хорошие, вот такие вот все улыбаются, говорят, нам рассказывают все. Когда что случится, они все, ничего не таят. Очень хорошие. Сотрудники дома-интерната стараются скрасить дни своих подопечных, чтобы они не оставались один на один со своими переживаниями, не чувствовали себя одинокими. Начинаем с обхода палаты, спрашиваем, у кого какие нужды, какие проблемы. Мы их вот просто лелеем, как обычно, успокаиваем, как психологическое действие оказываем. Они, когда приходят, уже рассказывают, и плачут. Постельное белье постоянно у них чистенькое. Все палаты, все тумбочки проверяем, холодильники, телевизоры у них у каждого по палатам проверяем, у кого какие нужды, какие проблемы. День рождения мы отмечали 2 января, да, Варварушка? Да, я 2-го. Да. Мы выходные были, но на ее денежка на пенсию получает, курочки купили, курочки ей пожарили, хачапури, эклеры были, она угощала всех, да? Салаты, тархуны, йогурты. Все было у нее, она пенсию свою получает, она на свои денежки потом угощала. Да, все, у нас есть социальный работник, кто это покупает. Здесь созданы все условия для комфортного проживания пожилых людей. Есть врачи, которые смогут вовремя оказать медицинскую помощь. При необходимости с подопечными работает психолог, даже парикмахер в штате есть. Естественно, функционирует и столовая. Очень часто сюда приходят дети из различных школ столицы, устраивают концерты, показывают сценки, угощают стариков. Этот дом не обделяют своим вниманием и многие организации, особенно в праздники. Очень часто к нам приходят школы. Это и Новорайонская школа русская, это 15-я школа, это 2-я школа нас не забывает, 8-я школа нас не забывает. Школы, они приходят с концертами, кроме того, что приносят новогодние подарки. Все, кто нас помнит, мы всегда их ждем, всегда благодарны им и с радостью их воспринимаем. Общаться с родителями, заботиться о них нужно не только потому, что они сделали многое для нас, но и для того, чтобы показать пример своим детям. История знает немало фактов, как к людям, которым родители были в тягость, бумерангом возвращалось такое же отношение в старости.
После проведенного времени в приюте остается чувство теплоты на сердце. Те, кто попал сюда в силу разных жизненных ситуаций, получили заботу и уход, возможно, даже лучше, чем если бы сейчас находились в родном доме. Но пожилым людям чаще всего не хватает поддержки и внимания собственных детей. И смотреть в грустные глаза людей, в которых все еще теплится надежда, очень тяжело. Сария Смыр, Беслан Чхенджерия, Абхазское телевидение.